буду рассказывать о новой книге, которая уже, слава Богу, вышел. Я на него очень много вкладывал усилий в этой книге. В годы своей работы я очень много работал над книгами, но эта книга одна из моих любимых, потому что она действительно особенная книга. Как найти свою сильную сторону? Наверное, вы об этом много раз думаете, наверное, вы этот вопрос очень много раз себе, наверное, задавали, о том, чтобы как-то-нибудь найти свою сильную сторону, тот талант, который Богом дано. Знаете, талант, который Богом дано, у всех есть. Я убежден, что в этой земле бесполезных людей не существует. В этой земле бесполезных людей не родились, вообще нету. Почему? Вот эта ручка. Например, эта ручка человек изобрел, человек его создал, скажем, да? Вот так. Придумали его, создали или как-то-нибудь. Это стакан человек сделал. И получается, что любой предмет, который мы видим в этом мире, все предметы, которые нас окружают, это все имеет какое-то значение. И получается, что с какой целью сделано и есть у него какое-то предназначение. Если мы понимаем, что человек, когда сделал вот эти предметы, и он не ошибается, он создал таких, получается, такие вещи, если мы понимаем, что даже если человеку удалось сделать такие хорошие вещи, как разные предметы и так далее, как могут Господь ошибаться? Господь однозначно не ошибается. Это однозначно. Мы это очень хорошо понимаем, что Господь не ошибается. Мы это очень-очень хорошо должны понимать и понимаем, что Господь никогда не ошибается. Всевышний поэтому создал нас с особенными характерами, с особенными талантами. Поэтому этого надо очень хорошо понимать. Дорогие друзья, если так посмотреть природа человека, если так посмотреть, мы видим, что у каждого человека особенный Богом дано талант есть. Но, к сожалению, большинство людей уходит от жизни, так и не понимает, какой у них есть талант. Люди даже уйдут от жизни, так и не понимав, к чему они были способны. Они так и не узнают. Каждому человеку Господь давал особенный талант. К сожалению, большинство людей этот талант вообще не используют. Они уйдут от жизни, даже так и не понимав, к чему они были способны. Я убежден, что бесполезных людей нету на земле. Почему? Потому что если мы предметы создали с вами с каким-то особенным назначением, если мы знаем, что это стакан, или это ручка, или это бумага сделана с какой-то целью и так далее, это одежда, мы думаем, что как будто Всевышний Создатель, он ошибается, что создает человека без какой-то особой миссии или просто так не бывает. Поэтому на земле бездарных людей нет, бесполезных людей нет, но только есть люди, которые не могли себя найти. Вот что есть. Просто есть люди, которые не могли, можно сказать, свое это найти, да, свою миссию найти, не могли себя найти. Вот в этом есть одна проблема у людей. Дорогие мои, в этом книге «Как найти свою сильную сторону» я написал несколько способов, которые любой человек может делать самоанализ. Он делает самоанализ и могут найти свою сильную сторону, в чем он силен. Я считаю, что самая большая трагедия – уйти от жизни, не понимав, к чему ты был способен. Это равномерно самоубийство. Я недавно одного человека спросил: скажи, пожалуйста, ты себя реализовал как человек, как отец, как брат, как сын, как друг, а как человек? На сколько процентов тебе удалось себя реализовать полностью? И он мне говорит: ну, у меня есть дом, у меня есть машина, я счастлив, я живу хорошо. Я говорю: скажи мне, пожалуйста, ты думаешь, что дом и машина и так далее, это всего лишь приобретенные вещи? То есть получается, что тебе хорошо, когда это приобретенные вещи у тебя есть. Если ты их теряешь, ты полностью почувствуешь себя полностью несчастными. Каждому человеку Господь давал особенный талант для того, чтобы быть полезным окружающему миру. Стоит, чтобы вы затронули этот свой талант, и вы становитесь очень-очень полезным человеком этому миру.
Когда человек становится очень-очень полезным этому миру, это несравнимое счастье. И действительно, неважно какой профессии, потому что вы можете быть суперархитектором, который творит что-то красоту. Вы можете быть суперврачом, который помогает огромным количеством людям. Вы можете быть учителем, который воспитывает прекрасных учеников и так далее. Нельзя сказать, что один профессия лучше другого. Нельзя так говорить. Нельзя говорить, что водитель как будто не служит людям. Нельзя говорить, что уборщица не служит людям. Нельзя этого так считать. Нет. Очень важно, чтобы просто человек нашел, что ему действительно вдохновляет, что его по душе и что раскрывает его вот этот божественный талант. Поэтому просто человек не должен жить просто так. Поэтому, если вы прочитаете эту книгу, которую вот сейчас я написал, «Как найти свою сильную сторону», это вам очень сильно помогут. Большинство людей своей жизни не хотят жить. Они копируют других. Они пытаются быть похожи на кого-то. Вы никогда не найдете человека, который 100% похож на вас. Почему вы должны быть похожи на кого-то? Даже путь успеха разный. Ваша дорога, она абсолютно другая. Для вас предназначены совсем другие вещи. Если человек вот это осознает и реализует то, что у него хорошо получается, и тогда он однозначно будет успешным. Могу уверенно сказать, что нас делает успешным, богатым то, что мы отдаем, а не то, что берем. Надо стараться быть в чем-то полезным миру и большее количество людям это отдавать. Врач должен стараться большее количество людей лечить, помогать. А учитель большее количество обучать. Водитель большее количество водить. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше количеством людям отдаешь то, что ты хорошо умеешь делать, однозначно будешь богато жить. Однозначно будешь богато жить. Посмотрите, почему люди стали миллионерами, миллиардерами и так далее. Потому что раньше люди работали, ценность создавали в рамках своего города. Сейчас благодаря интернету человек вышел за пределы границы. За пределы границы своего города, за пределы границы своей страны и так далее. Кто смог такой платформы создать или площадка создать, которая выйдет за границы, ограничения этого возможности, они все миллионеры и миллиардером стали. Если вы посмотрите, любую компанию, которая миллионер-миллиардер, это благодаря тому, что они это осознали и поняли. Что если вы продаете одну вот эту ручку, вы зарабатываете 1 цент, тогда если вы продаете 10 миллионов таких ручек, возможно, вы заработаете $1 миллион и так далее. Фокус направлен на того, чтобы больше принести пользу. Вот что нужно делать.